Здравствуйте, это «Диалог в студии», программа открытых вопросов и ответов. Контактный телефон 0298 249 60, электронный адрес gagaussradius@mail.ru. Я Екатерина Михайлова и мой коллега Павел Арнаут приветствуем вас в студии прямого эфира. А сегодня у нас в гостях Иван Димитрогла, депутат Народного собрания Гагаузии от избирательного округа номер 4 города Камрата. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам в студию. Высказывание Дмитрия Будянского, министра финансов, о переходе образовательного процесса на румынский язык вызвали недовольство среди русскоязычного населения, в том числе и у нас в Гагаузии. Некоторые считают, что такие заявления могут довести до новой гражданской войны. Депутаты парламента, ваши коллеги от блока коммунистов и социалистов, говорят, что министр Будянский занимается русофобией, вводит общество в заблуждение. Скажите, Иван, считаете ли вы, что депутаты Народного собрания Гагаузии тоже должны отреагировать на подобные декларации? И ваша точка зрения относительно вот этого высказывания? Я вас понял. Добрый день еще раз, уважаемые жители Гагаузии. Конечно, последнее время, наверное, даже не последнее время, с приходом партии ПАС к власти отношения, наверное, не только с Гагаузией, но и отношения с национальными меньшинствами на территории Республики Молдова очень сильно обострилось, особенно с русскоязычным населением, с приходом именно вот этой правящей партии власти, которая сегодня находится, ПАС. Естественно, коллеги, которые находятся сегодня в парламенте, и когда они услышали, что министр Будянский озвучил именно такую идею и сказал, что вот, переходите на... Я его румынский никогда не называю. Я либо называю его государственным, либо называю молдавским, потому что мы сегодня живем на территории Республики Молдова, соответственно, у нас молдавский язык. И я его буду называть сегодня молдавским языком. Что мы должны якобы перейти на румынский язык, как сказал нам министр Будянский, и вот тогда у нас не будет проблем. Так, извините, уважаемые члены партии ПАС, вы когда проводили предвыборную кампанию, первое, что у вас было в предвыборном кампании, это мы будем депутатами, мы будем президентом для всего народа, в том числе и для национальных меньшинств. Мы видели, как госпожа Санду выступала и на русском языке, и на гагаузском она выучила, и на болгарском, и на украинском языке. То есть, когда была предвыборная кампания, оказывается, госпожа Санда была президентом для всего народа. Но когда пришли к власти, мы видим, что двойные стандарты. Мы видим, что сегодня любыми способами центральная власть пытается надавить, в том числе и на власти автономии, и на национальные меньшинства в стране, для того, чтобы... мы все свидетели и видим, как они все высказывают мнение Российской Федерации. Сегодня, соответственно, они и новыми поправками в Кодекс о выборах показали, что русскоязычное население абсолютно их не интересует, оно не в приоритете и никогда не будет для этой власти в приоритете. Что в оконцовке мы увидели. Я думаю, что в пятницу на очередном заседании Народного собрания наши коллеги обязательно выскажутся по поводу того, что сказал министр Будянский. Естественно, у них будет комментарий в нашу сторону по поводу того, что мы должны развивать гагаузский язык, но мы, как настоящие государственники в стране, мы не забываем, что на территории автономии проживают не только гагаузы, но проживают и русские, также и болгары, также и украинцы, и мы будем стараться, чтобы все языки вот этих национальных меньшинств преобладали на территории нашей автономии, и мы ни в коем случае не собираемся отказываться от русскоязычных школ, и точно по их пути не пойдем. И то, что было сказано, это, естественно, было неуважение к собственному народу. Они не могут сегодня утверждать и не могут знать. Может, кто-то из русскоязычного голосовал сегодня за сегодняшнюю власть и за сегодняшнего президента и говорит такие высказывания. Я думаю, что это ни в коем случае не красит и не показывает государственность или какую-то пользу точно не принесет для нашего общества. То есть вы считаете, что депутаты Народного собрания Гагаузии должны отреагировать на подобное заявление, и это будет уже в ближайшую пятницу? Естественно, если мы настоящие государственники, если мы действительно сегодня боремся за стабильную ситуацию в нашей стране, мы не должны это оставлять без внимания, не должны давать повода развивать сегодня национализм на территории Республики Молдова, потому что мы видим, что в последнее время это очень активно используется и пытаются демонизировать остальные национальные меньшинства, в том числе гагаузов, в том числе и русскоязычных, то есть показывать и делать из нас национальности, которые сегодня против якобы молдаван, но на самом деле это не так. Я всегда говорю, что
гагаузская автономия это всегда была якорем государственности Республики Молдова. Мы все прекрасно осознаем и понимаем, что мы проживаем на территории Республики Молдова, и ни одно официальное лицо гагаузское никогда не высказывалось о том, что мы собираемся отсоединиться или вроде того. Соответственно, мы от центральных властей просим такого же отношения и с уважением относиться, уважать наше уложение, уважать собственную конституцию своей страны и не делить народ на русскоязычных, на гагаузов, на украинцев, а мы один единый народ молдавский. А вместе с тем, Иван, как вы восприняли принятый кодекс о выборах Молдовы, в котором не были учтены предложения Гагаузии, тем самым в очередной раз проигнорировав права и полномочия гагаузской автономии? Ну, все были свидетелями последнего заседания Народного собрания. Георгий Георгиевич Лейч, один зампредседателя Народного собрания, предложил обращение госпоже Санду по поводу наших поправок в избирательный кодекс. Естественно, мы еще раз стали свидетелями. Я уже говорил о том, что так сложилось, что с приходом власти ПАС, то есть абсолютно никакого диалога с автономией не присутствует, и ни одно наше предложение, которое в последнее время предлагалось Народным собранием, оно не прошло. Мы видели, как мы с боем утверждали прокурора автономии, и то не факт, что его еще утвердят, потому что Высший совет магистратуры должен его еще утвердить там, то есть это не факт. И мы прекрасно, если честно, я осознавал, что никаких поправок они не возьмут в учет наших, они считают, что для нас 5 гарантированных мандатов это много, как для национального меньшинства, чтобы там представляли, представляете, вот для Гагаузии гарантированно 5 мандатов. Пусть не 5, пусть 4 на основе численности населения страны и, конечно же, даже 5. Да даже 5 мандатов это не так много, чтобы было представительство. Тем более это целый регион, и это автономия. То есть это небольшое количество депутатов было, но я так это могу воспринять, что делается все, чтобы не признать нашу автономию как существующую автономию. То есть любыми способами пойти против, отменить. Мы стали свидетелями, как они отменили очень много в последнее время наших законов автономии. То есть они не скрывают того, что они хотят привести нашу автономию к уровню культурной автономии все больше. То есть мы в области культуры можем распоряжаться, а все остальные вопросы будут решать центральная власть. Хотя, когда принимали нашу автономию, естественно, мы были не только культурной автономией, но мы были политической и экономической автономией, которая также могла самоопределять свою внешнюю политику. Что касается на территории Республики Молдова и вне. Да, Гагаузию не слышат, в этом мы являемся практически все свидетелями. Однако сами гагаузы, Иван, давайте признаться в том, что показывают далеко не положительный пример своими критическими заявлениями в адрес друг другу. Естественно, о чем говорить, когда у нас председатель Народного собрания сегодня не скрывает, открыто говорит, что он имеет прямые контакты с председателем парламента Гросу, что он активно общается с ПАС, то есть... это разве плохо с вашей стороны? Он показывает о том, что работа есть какая-то. Для нынешней ситуации в автономии, которая сегодня сложилась, это очень плохо. Если бы мы сегодня были едины в Народном собрании, поверьте мне, никакая центральная власть не смогла бы ничего сделать нашей автономии. Но когда у нас есть такие депутаты, через которых нашлись сегодня изъяны, и партия ПАС смогла проникнуть в это Народное собрание, и мы все это прекрасно видим. Мы даже задавали вопросы господину Константину, коль ты такой друг с ними, почему ты не можешь договориться, что элементарно наших депутатов сегодня на таможне не дают спокойно пройти, задерживают на час, на полтора, то есть без никаких объяснений. Нас задерживают, забирают паспорт, забирают документы, все, ждем. Даже это он не может договориться. Смысл тогда, он с ними имеет какие-то отношения, если не может договориться? Единства среди депутатов не было с самых первых заседаний. Учредительного заседания, которое длилось раз 15, когда выбирали председателя НСГ. И этого единства не наблюдается спустя год, к сожалению. Давайте выслушаем вопрос, который к нам поступил по телефону. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, будьте добры, ваш вопрос. Чатарлунга. Да, здравствуйте. Владимир. Слушаем вас, Владимир. У меня вопрос к Ивану будет. Пожалуйста. Да. Иван, знаете, я много раз думаю, все депутаты во время избирательной кампании обещали своим избирателям вернуть полномочия. Правильно? Да. Правильно, все, буквально все. А теперь у меня вопрос к вам. Из-под самого носа депутатов уводят важные учреждения
для Гагаузии. Ну, поскольку я знаю, это Вулканежская, это нефтебаза, это и все остальное. Вот у меня как бы этот вопрос, может быть, пора депутатам уже с чего-то начать возвращать потерянное, отнятое незаконно у Гагаузии. Хотя бы начнем с того, что начнут возвращать учреждение. Я больше чем уверен, что многие потерянные учреждения, они были с юридическими много там было незаконных все этих моментов. А почему бы Народному собранию не обратиться в прокуратуру и не начать поэтапно возвращать полномочия? А потом, глядишь, мы уже то есть учреждения, а потом, глядишь, мы уже дойдем до полномочий. Это первое. Вы знаете, это молчание депутатов народом расценивается как уже не то что пассивность, а уже как трусость перед Кишиневым. При таком подходе Кишинев скоро у депутатов отнимет кресла, на которых они сидят. И что они сделают? Тогда им придется проводить заседания, сидя на полу, или как истинные патриоты. Все депутаты это любят подчеркивать, что они истинные патриоты. Что они сделают? Они купят более комфортабельные кресла для себя. Спасибо. Это первое. И второе, вот смотрите, Народное собрание по своему статусу должен контролировать работу Башкана и исполкома. Иван, скажите, пожалуйста, как так получается, что одна женщина Башкан наводит в Народном собрании такие сложности, что в Народном собрании фракции создаются, фракции разваливаются, крики, оры и все остальное. Так скажите, пожалуйста, в чем предназначение Народного собрания? Почему она не исполняет свои прямые функции? И все патриоты, и все депутаты, когда говорят, что они патриоты, ну почему патриоты наши все или имеют свой бизнес, или же начинают свой какой-то бизнес? Почему наши патриоты богатеют, а народ находится на грани выживания от голода и от холода? Спасибо, Владимир. И последнее, что я хочу сказать. Пусть каждый депутат не забывает, что что Народное собрание содержится на народные деньги. И каждый депутат обязан прежде всего думать о интересах народа, а потом уже о своих личных, независимо от партии от фракции или еще всего. Прежде всего они должны знать, что они подотчетны народу. Спасибо. Они туда шли, чтобы исполнять интересы и чаяния людей. Пожалуйста, Иван, много вопросов. Да. С какого хотите, с того уже и не начинайте. Первый раз слышу этого радиослушателя, он очень активный. Спасибо большое за ваши вопросы. Ну, я что могу сказать? Я косвенно касался почти каждого вопроса, когда до этого отвечал. Я вам так скажу, что, наверное, неправильно будет говорить женщина одна или... Я думаю, что правильно будет говорить Башкан Гагаузии. Я скажу, что вам в большей степени это зависит от депутатов Народного собрания, в первую очередь, как они себя ставят. Мы стали прекрасно свидетелями последнего голосования за исполнительный комитет, когда мы видели, что группа Константинова и еще и ряд группы депутатов, которые не скрывали своих замечаний по отношению к нынешнему исполкому. Мы стали свидетелями, как очень бурно обсуждалась именно вот эта лингвистическая комиссия, где господин Константинов со своей группой, еще там часть депутатов грозили, что не знают гагаузский язык, не можем взять их на работу, не профессионалы в таком духе. То есть, но в конце видели, что прекрасно голосовали за исполнительный комитет. Я скажу, как зайчики голосовали, каждый даже соревновался, кто быстрее руку поднимет. Мы видели, очень много еще, конечно, и впереди увидим, но видели, как люди очень быстро меняются за одно заседание и меняют свое мнение. Я думаю, что народ должен сделать объективную оценку данным депутатам, которые проголосовали за то, что они выступали против. Потому что, чтобы народ понимал и правильно знал информацию. Народное собрание было на пороге распуска. Это нынешнее Народное собрание было на пороге распуска.
Если мы не утверждали еще раз исполнительный комитет, Башкан Гагаузия имела полное право распустить нынешний состав Народного собрания. Когда в кулуарах Народного собрания обсуждался этот вопрос, я могу сегодня ответственно сказать, как председатель фракции социалистов, вся фракция была в полном готовности на распуск. Мы не раз высказывали свое мнение, что в нынешнем составе Народного собрания ничего не может принести полезного нашей автономии, никаких полномочий не будет возвращено. Пока господин Константинов занимает кресло председателя Народного собрания, это невозможно сегодня сделать. То есть вы готовы были сложить полномочия? Абсолютно. Мы показали. Кстати, депутат Николай Дудоба также об этом заявлял, что он готов сложить полномочия. Мы показали это своими действиями. Мы не явились. Мы сказали, что мы готовы распуститься, ребят. Давайте идемте на выборы. Народ увидел нас год, что мы сделали, что мы могли сделать и не сделали, сколько полномочий у нас еще отняли при председательстве господина Константинова, хотя очень громкие слова были сказаны. Мы сказали, давайте идемте на распуск. Ну, вы же все кричали там, половина их депутатов кричали, что мы готовы, мы не держимся за кресла, нам не нужно это, мы готовы распуститься. Но на деле я еще раз говорю, чтобы народ понимал и знал, что та группа депутатов, которая голосовала в тот день, они все боялись распуска этого Народного собрания. Половина понимала, что больше не станет депутатами Народного собрания. Соответственно, голосовали как нужно. И когда вам приходят и объясняют, что мы не держимся за кресла, да все они держатся там прекрасно. Сегодня заработная плата, которую они там получают, топливо и автомобили, их вполне устраивает. И мало кто там откажется. Вы считаете, что это их сдерживает от такого решения? Вы видели какую-то эффективную работу от нынешнего состава Народного собрания? Или от руководства, которое там сегодня находится? Относительно вопроса нашего слушателя по поводу возврата полномочий, наверняка надо начать с малого к большему, от малого к большему, да? Возвращение Вулканежской нефтебазы, с этого начать. Да, конечно. И затем уже я вам скажу, что вопрос с Вулканежской нефтебазой это вопрос еще 6-го созыва Народного собрания. Он еще оттуда тянется. И когда этот вопрос начали обсуждать и обвинять друг друга, я сказал, что здесь ответственность несет полную еще тот прошлый созыв Народного собрания. Да, господин Илья Узун и господин Григорий Узун, депутат от Вулканешта, они поднимали не раз этот вопрос по нефтебазе. И Фазлы Петр Иванович, депутат от Вулканешта, поднимали. Но я вам хочу сказать, что сегодня ряд депутатов находились в этих комиссиях по ликвидации данного предприятия. И сегодня сидят на Народном собрании, спрятали голову под стол. И когда этот вопрос обсуждается, они сидят и молчат. И обвиняют кого угодно в ликвидации этого предприятия, кроме себя. Я скажу, что здесь замешаны обе стороны. Этот вопрос не останется без внимания. Обязательно мы его не раз еще будем поднимать и будем биться для того, чтобы оставить этот стратегически важный объект. Население Гагаузии должно понимать, что это стратегически важный объект был сегодня для нашей автономии. И он был сегодня... Мы считаем, что он был сегодня незаконно отчужден с имущества нашей автономии. Ну, это действительно было нонсенс, такое заявление, что практически... И за такую смешную сумму народ, если узнает, за какую сумму вообще продали эту нефтебазу, но это просто смех. А что это, секретная информация? Нет, это не секретная информация, там в районе такого миллиона, что-то такого не ушло с аукциона, то есть, чтобы вы понимали, это миллион лей, это не $1 миллион, и это смешная цена с таким количеством земли, с таким количеством оборудования, просто разбазарили государственное имущество. И за это должны быть отвечать люди. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Кангас, Кирилл Кириллович Татовец такой. Здравствуйте. Кирилл Кириллович. Вот я 2 дня принимаю участие в диалогах. Был начальник инспекции труда Гагаузии. Ни одного слова законности. Оплата в конвертах и при устраивании на работу надо требовать, но этот человек, который идет устраиваться на работу, значит, что он может требовать? А где отдел кадров, где инженер труда и по технике безопасности, где трудовой кодекс? Ультиматум не может выдвинуть этот человек, который без работы. Ему надо семью кормить. Это первое. Далее, после пожарной инспекции были. Тоже ни слова о законности, все в кустарном виде. Это защита имущества населения, складов и так далее. Начальник агропромышленности тоже все в кустарном виде доносит. Ни промышленности, ни переработки сырья вывозит сырьем, зерно вывозят сырьем. В Кангазе
тысячетонный холодильник пустует. Это как понять? Как поднять экономику? Всем все равно. Исполкоме все специалисты не соответствуют своей компетентности высшего звена. Но депутаты проголосовали и утвердили, были публичные слушания или нет, это уже прошлое. Значит, мы избрали некомпетентных депутатов. Турецкая пословица гласит так: «Ниже анасы, öyle de danası». Как может развивать гагузскую, развивать Гагаузию, если гнилая управа? Поэтому, уважаемые здравомыслящие депутаты, распустите депутатов 7-го созыва и назначьте выборы совместно с Башканским, и изберем Башкана-государственника и депутатский корпус. Народ понял свои ошибки и подойдет более ответственно. Если мы хотим сохранить нашу автономию, что так трудно образовался, нельзя так легко расформировать. Нам этого не простят. Спасибо. Спасибо, Кирилл Кириллович, за такое радикальное предложение. Иван практически повторил вашу идею. Конечно. По поводу распуска НСГ. По поводу распуска НСГ я говорю, мои коллеги в Народном собрании, я не говорю, что все. Я не буду сейчас перечислять имена, фамилии, это не этично, это не тактично. Все прекрасно нас видят на телеэкране, и все могут сделать выводы, кто что говорит, кто как делает, какими профессиональными качествами обладает. Это сугубо обязанность народа, который избирал этого депутата. Но я вам еще раз хочу сказать, что не раз наши коллеги упрекали в том, что вот мы партийные кандидаты, вот смотрите, это социалисты, они там подконтрольные, еще какие-то. Но я вам еще раз говорю, что история нашей гагаузской автономии еще раз показывает, что именно независимые депутаты, которые сегодня избираются и говорят, что мы независимые, что у нас есть свое собственное мнение, что мы работаем сегодня в интересах Гагаузии, именно сегодня большинство из этих депутатов сегодня придает эти интересы Гагаузии, потому что у них сегодня присутствуют сугубо их личные интересы. Это мы видели не раз, и это мы видели и при голосовании за исполнительный комитет. Все мы это прекрасно видели. Как себя ведут независимые депутаты, мы это все прекрасно видели. И в 6-м созыве мы видели, как выбрали единственного демократа, председателя Народного собрания, опять же независимые. Поэтому народ должен сделать вывод, прежде чем кого-то избирать. Потому что я еще раз говорю, что уже пора выбирать молодежь. Давать дорогу молодежи, чтобы приходили молодые политики и что-то пытались изменить. Не только молодежь, здесь с вами частично не соглашусь, выбирать головой. Выбирать разумно. И у нас звонок. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Катерина, добрый день, Иван. Я бы попросил вас, всех депутатов Народного собрания, какого еще Народного собрания Гагаузия не помнит. Были многие проблемы, было много дебатов. Но как вы сейчас себя ведете, я не говорю отдельно кому-то, там, социалисты или, скажем, независимые депутаты. Все. Мы смотрим, что как вот вы уже собрались, вы еще не смогли ничего не решить конкретно. Почему вы сегодня мучаете людей и принимаете такой бюджет, который не исполнить, его невозможно исполнить? Значит, налогоплательщики уходят, те средства, которые вы собираетесь собрать, не будут. Ну, как вы могли согласиться, все депутаты, я не говорю одного, согласиться с таким бюджетом, который нам не исполнится? Но я вам скажу одну вещь. Для всех, пускай все депутаты служат, начиная с спикера, их там, кто себя считает самым независимым, вы все должны уйти. Почему? Потому что вы побоялись, что вас сейчас распустят, и вы уже идете на поводу. Всякое, все, что хочет делать Башкан, вы идете на поводу. Вы не работаете для народа Гагаузии. Начиная со спикера и кончая с последним депутатом. И насчет, хочу сказать, насчет партийных систем. Я за то, что в Гагаузии больше не действовала ни одна партия. Почему? Потому что когда не было партии, у нас в Гагаузии был порядок. Как пришли демократы, коммунисты, социалисты, сейчас пасторцы, у нас бардак. И я попрошу вас, Иван, я вас знаю, что вы не боитесь этого,
предложите, чтобы вы распустились, потому что не только Гагаузия, вся Молдова смеется над нами. Спасибо. Спасибо. Ну, общественного деятеля Ивана Бессарабу мы знаем все. Он эмоциональный человек. Я хочу Ивану так сказать и передать через прямой эфир, чтобы он вспомнил прекрасно, когда избирали председателя Народного собрания, Иван Бессараб был один из самых активных сторонников нынешнего председателя господина Константинова. Он приходил туда не раз на Народное собрание и кричал, что Константинов самый достойный кандидат, что Константинов вернет все полномочия, что он государственник, что он гагауз, что он... только каких слов мы не слышали в поддержку Константинова. И, к сожалению, не то, что к сожалению, даже мне радостно сейчас слышать, что действительно Иван осознал и понял, кто такой Константинов сегодня, чьи он интересы сегодня представляет в Народном собрании. Это, конечно, радует. Что касается прихода партии в нашу автономию, и якобы начались беспорядки в автономии, то есть депутаты себя начали по-разному вести. Я вам скажу одно, что, Иван, сегодня не имеет значения, какая партия пришла в автономию. Как это имеет значение? Мы должны сегодня в автономии принимать партии, которые сегодня будут также учитывать наши интересы. Я вам смело могу сегодня сказать, что партия социалистов была одна из тех партий, которая всегда учитывала интересы автономии и активно их продвигала на парламенте Республики Молдова. Я не буду говорить о демократах, я не буду говорить о коммунистах, я не был свидетелем этих партий и их деятельности здесь на территории автономии. Я сегодня могу сказать о партии, которую я сегодня представляю в законодательном органе автономии. Я вам отвечу так, что в большинстве случаев это зависит от самих депутатов. Неважно, партия тебя не приходит, не заставляет поступать по совести или не по совести. Сугубо каждый человек, каждый депутат решает сам, как голосовать, как поступать. И когда вы обвиняете всех и говорите о том, что мы трусливо проголосовали за исполнительный комитет, я говорю, вы должны называть имена, вещи своими именами. И сегодня я вам четко могу сказать, что сегодня голосовала группа Константинова, которая новая группа. Не все голосовали, там же фракция ГГУ-ССИ, мы стали свидетелями, как Константинов своих соратников предал за один вечер за голосование Народного собрания, предал их, как он предал господина Чимпаеша, и после этого у них были разборки на пресс-конференциях. Мы все это прекрасно видели, и нужно сегодня вещи, говорю еще раз, называть своими именами. Именно сегодня группа Константинова еще с несколькими независимыми депутатами голосовали и за исполнительный комитет, который вы сегодня критикуете. Также вы видели на последнем голосовании за бюджет, что не все депутаты Народного собрания голосовали, что определенное количество депутатов выступало сегодня на том заседании. Я объясняла и насчет цифр, и насчет всех нюансов. Все прекрасно видели. Но мы видели, как в очередной раз, опять же говорю, группа Константинова с депутатами остальными, те, кто там работает, те, кто боятся своей должности потерять, то есть они абсолютно без зазрения совести голосовали за этот бюджет, и, значит, мы будем работать по этому бюджету. Вопрос есть у нас на электронной почте, Иван, да. Я зачитаю его. Здравствуйте, уважаемый Гагаузское радио, здравствуйте, Иван. Я житель Гагаузии, но мне не совсем близка позиция, что нам кто-то что-то должен касательно 5 мандатов. Почему нам Молдова их должна? Есть четкий ответ. Разве в законе об особом правом статусе есть такой пункт? Или это нынешнее желание автономии выделиться? Выборы должны быть конкурентными и равными для всех кандидатов. Может быть, стоит добиться регистрации новой партии, куда войдут представители Гагаузии, да хоть весь гагаузский народ, а потом этой партии идти на парламентские выборы. Тогда все будет честнее, на мой взгляд. Спасибо. Спасибо за вопрос, конечно, еще раз. Я вам скажу, что о вопросе выделяться или не выделяться, мы уже выделяемся на территории Республики Молдова, потому что мы есть автономия, и это немногочисленный случай сегодня на нашем земном шаре. Скоро поэтому, уже 28 лет будет, поэтому мы уже выделяемся, хотим мы это не... Да, конечно, хотим мы не хотим, мы уже выделяемся на территории Республики Молдова. Что касается предоставления 5 мандатов, это была законодательная инициатива, и это была всего лишь небольшая просьба к центральным властям, судя по тому, как они к нам относятся, чтобы они хотя бы в этой части показали лояльность, чтобы мы действительно могли
сегодня жители автономии увидят, что центральные власти хотят, чтобы гагаузы участвовали в политической деятельности нашей страны, потому что мы неотъемлемая территория этой страны. Мы хотели, чтобы нам дали возможность тоже участвовать в развитии Республики Молдова, в наших предложениях для того, чтобы улучшить жизнь на территории Республики Молдова. Поэтому я думаю, что это была важная инициатива, конечно. И, к сожалению, не приняли. Да, я думаю, что и не примут. И то обращение, которое мы сегодня направили госпоже Санду, я думаю, что никакого эффекта не принесет. В очередной раз все будет не услышано. О каком заявлении То, вы что говорите? мы принимали на последнем народном собрании. Заявление Да. по поводу Да. принятого избирательного кодекса конечно. Молдовы. Конечно. Мгм. Ну, об этом мы говорили. И вы считаете, что не будет ответной реакции со стороны Я президента? думаю, что нет. Мы видели, как огромное количество наших инициатив было не услышано, и более того, ряд законопроектов был отменен, и поэтому это положительного Но ничего точно не сулит. Уходить от этого, наверное, тоже не следует. Я имею в виду- Бороться нужно по-любому. Мы гагаузский народ, и у нас так исторически сложилось, что мы воинственный народ, и мы никогда не отступаем, и поэтому бороться мы всегда должны. Наденьте наушники, вопрос по телефону к нам поступил. Здравствуйте. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьте, Это пожалуйста. Скамрата вас беспокоит. Это Скамрата. Слушаю. Я хотела, перед этим было сказано, что Константину хороших отношений с Гросу, хороших отношений к Санду. Вопрос. Он не предал свою Гагаузию, свой народ, а? Полностью Молдове. Вот такой вопрос у меня. Я понял. Спасибо. Вы не раз видели наше выступление на заседании Народного собрания. Мы сегодня взрослые люди, и каждый из нас отвечает за слова. Мы не раз говорили о том, что господин Константинов предал интересы автономии не только на заседаниях Народного собрания, но, собственно, ему и в лицо говорили об этом. Поэтому, да, наше мнение, да, действительно, сегодня Константинов предал интересы автономии. Я говорю, если бы сегодня было единое целое Народное собрание, оно сегодня могло бы эффективно сопротивляться центральным властям по отношению, которое сегодня идет отношение к нам. При объединенном Народном собрании это можно было делать легко. Но молдавские власти всегда шли по пути «разделяй и властвуй». Соответственно, они и в этот раз воспользовались только этим, молдавские. разделили народное собрание, ряду депутатов через свои подконтрольные прокуратуры. Мы были свидетелями, как одного из депутатов от блока социалистов-коммунистов прямо перед выборами председателя Народного собрания завели уголовное дело, приходили домой с обысками, поэтому мы видели, какое политическое давление оказывалось для того, чтобы избрать сегодня Константинова. Потому что сегодня Кишиневу было выгодно избрать именно такого мягкого председателя, подконтрольного, который не будет задавать лишних вопросов, который разделит это народное собрание и не даст ему сформировать хорошее, сегодня боеспособное сопротивление. Вы считаете, Иван, я правильно понимаю, что только из одной кандидатуры весь состав Народного собрания Гагаузии не может быть единым? Но мы сегодня не слепые люди, мы сегодня видим, что большинство депутатов, которые там сегодня на стороне Константина, они все ему подконтрольны. Вы видели, что кто-то из них высказал какое-то свое мнение? Давайте еще один вопрос на почте у нас есть. Слушаем гостя и захотелось спросить. Иван, вот вы самый молодой в этом созыве Народного собрания Гагаузии. Иногда на заседаниях высказываетесь по разным вопросам. Любопытно, как уживаетесь с более опытными коллегами по законодательному органу? Если возникают конфликты, как вы решаете выходить из ситуации? Ведь молодым более сложнее находить общий язык со взрослыми людьми. И еще вопрос. На ваш взгляд, как можно сделать так, чтобы не было ругательств и оскорблений среди депутатов во время заседаний и мирно принимать решения? Вот это, наверное, очень сложно. У меня даже на это есть ответ, я вам объясню сейчас и скажу. Что касается, самый молодой депутат сегодня Народного собрания, я вам могу сегодня ответить и сказать, что самое главное оружие сегодня депутата Народного собрания – это закон. Не зря он называется законодательный орган. Сегодня не важно, сколько тебе лет, молодой ты, не молодой. Если ты сегодня обладаешь определенными знаниями, понимаешь, в какой сфере ты находишься, и понимаешь те вопросы, которые сегодня обсуждаются в Народном собрании, тебе никакого труда не составляет сегодня разбираться, предлагать законодательные инициативы
многие стали свидетелями. Я еще раз говорю и буду повторять, что мы сегодня представители одной фракции. Мы никогда фракция социалистов не позволяли себе подмечать отдельно депутатов в законодательных инициативах. Мы всегда выступали как фракция, как группа депутатов. И во всех законодательных инициативах присутствуют все наши депутаты Народного собрания, которые изучают это, которые подписывают именно от нашей фракции. И я говорю, самое важное оружие – это наш закон. Когда ты его знаешь, когда ты понимаешь, где ты находишься, тебе легко объяснять коллегам. Считаете ли вы, что ваши коллеги в полной мере знают закон? Я имею в виду сейчас регламент Народного собрания Гагаузии. Ну, смотря как они голосуют, у меня иногда складывается совсем другое мнение, что недалеко все понимают, где они находятся. Я вам так скажу. Я еще раз говорю. Но действуют в своих личных интересах. Я вам так скажу, не действуют даже в личных интересах. Личные интересы, знаете, на чем? Самое обидное, что не то, что обидно. Это, конечно, обидно в части автономии. Самое, знаете, что смешное, что интересы ровно заканчиваются на одной заработной плате и на том топливе, и на той автомобиле, который им сегодня предоставили. И человек, получая вот эти блага, собственно, теряет свое мнение, и я этого не могу понять и не могу осознать, потому что там есть ряд коллег, которые сегодня действительно обладают знаниями, имеют сегодня возможность предлагать что-то, изменять в нашей автономии, но, к сожалению, они сегодня подвергнуты тому, что привязаны все-таки они к хорошим вещам. Я еще раз хочу официально заявить для всех жителей автономии, что сегодня ни один представитель фракции блока социалистов и коммунистов не работает в Народном собрании, не получает ни зарплату, ни машину не имеет, ни топлива. И каждый из нас имеет свою работу, мы туда приходим в Народное собрание, предлагаем. Скоро будет еще инициатива от нашей фракции в интересах не только нашей автономии, но и в интересах сегодня депутатов Народного собрания, потому что если говорить о депутатах Народного собрания и как о законодательном органе, сегодня элементарно мы даже себя не можем защитить, о чем говорить сегодня о жителях автономии и о их защите или их повышении социального блага, если мы себя с законодательной точки зрения не можем защитить, и в скором времени мы предложим одну из инициатив. Она на стадии разработки, я так понимаю, конечно, да? Конечно. И я скажу, в чем она заключается? Основные тезисы. Я пока раскрывать ее не буду, когда ее зарегистрируем, дадим всю нужную информацию. Я хочу сказать, что несмотря на то, что мы сегодня не находимся в большинстве Народного собрания, мы не у власти, мы сегодня находимся в оппозиции, конкретно фракция социалистов, это ни в коем случае не влияет на нашу законотворческую деятельность. Мы смотрим вперед с оптимизмом. Мы знаем, что наш гагаузский народ умеет делать выводы, умеет сегодня выбирать. И вот этот созыв Народного собрания очень яркий пример, что в будущем очень внимательно нужно будет выбирать депутатов. И мы с позитивом на это все смотрим. Я еще раз говорю, что мы были готовы абсолютно к распуску Народного собрания, потому что считаем его сегодня в лице большинства и этого руководства, которое сегодня присутствует, неэффективным. Абсолютно. Кстати, один из наших слушателей, имея в виду Кирилл Кириллович Статов, он также предложил проводить одновременно выборы и Башкана Гагаузии, и Народного собрания Гагаузии. Как это, собственно, было в самом начале становления. Мы это предлагали, и это все было в руках депутатов, чтобы вы понимали. Неутверждение исполкома сегодня полностью позволяло распустить этот созыв Народного собрания и выбирать новых депутатов с каждого округа и провести, наконец-то, эти выборы совместно с башканскими выборами. Но я еще раз говорю, народ стал свидетелем и видел, как сегодня, я не побоюсь этого слова, трусливо голосовали большинство для того, чтобы просто сохранить свои кресла. Вопрос еще один на почте. Здравствуйте, Гагаузское радио. Добрый день, Иван. Меня зовут Игорь, пишу из Чедерлунги. Задаю следующий вопрос уже не впервой и не первому депутату, но все тщетно. Вопрос такой. Иван, вы могли бы стать инициатором законопроекта об отзыве депутата? Например, чтобы спустя год после избрания жители того или иного населенного пункта могли бы собрать подписи и снять депутата в случае разочарования в нем. Был бы этот закон сейчас, давно можно было бы сменить многих депутатов. И, возможно, боясь власти народа, депутаты бы делали свою работу куда эффективнее. Скажите, вы за подобную инициативу о законе? Я
Спасибо за вопрос. Кстати, Я вам это не скажу, только касательно 7-го созыва депутатов касается, но и предыдущего. я вам скажу, что 6-го. такая, если я не ошибаюсь, такая законодательная инициатива уже исходила. Одного из депутатов, я точно не помню, кто там предлагал, и в 6-м созыве, что была такая процедура отзыва депутата Народного собрания. Но я хочу напомнить нашему народу одну вещь, и чтобы они ее никогда не забывали, что сегодня народ – это власть. Народ сегодня делегирует депутатов для того, чтобы представлять свои интересы. Это никакие не цари, это никакие не короли там в Народном собрании. Вы делегировали сегодня этих депутатов. Если вы их делегировали, соответственно, собравшись вместе и придя в это Народное собрание и потребуя отставку того или иного депутата, я хочу посмотреть на того депутата, как, когда его округ целый придет и скажет: а ну, дружище, мы тебе доверили, но ты не оправдал наши ожидания. Мы требуем, чтобы ты покинул. Я хочу посмотреть, как он на камерах будет себя чувствовать, как он будет дальше оставаться в этом Народном собрании, понимая, что даже если он не уйдет законно, понимая, что когда 3 года истекут, его больше никогда даже советником не выберут, не говоря уже о переизбрании депутата Народного собрания. Просто наш народ забывает, что именно депутатам делегирует власть сам народ, и он должен требовать, и он обязан. Не то, что обязан. Ну, народ не забывает, Иван. А вот народ, депутаты забывают, им чаще конечно, это присуще. Вопрос еще один на почте. Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Иван. Позвольте задать вопрос. После того, как вы стали депутатом от округа номер 4 муниципия Камрад, как часто встречаетесь с гражданами вашего округа для обсуждения насущных вопросов? Планируете ли созвать встречи для проведения отчета деятельности за 2022 год? Конечно. Это и в обязанностях депутата Народного собрания есть, что с истечением года необходимо дать отчет о своей деятельности. К сожалению, этот созыв избирался в октябре месяце. Мы видели, какая плохая погода. Я не скрываю, я еще не проводил больших... Я локально проводил встречи, выезжал, где у людей есть проблемы, где нужно обсуждать, но таких прям глобальных и локальных встреч я еще не проводил. В связи с тем, что погодные условия более плохие, и было принято решение, что я это буду делать весной, когда будет более потепление. Я говорю, что для того, чтобы со мной поддерживать связь, есть сегодня офис партии социалистов, и туда можно спокойно направлять заявление в мой адрес, да, и телефон мой номер большинство из жителей знает, я не поднимаю всегда телефон, то есть мы можем быть на общении, но большие такие встречи я планирую уже провести весной для того, чтобы дать отчет, во-первых, как депутат, и я во время предвыборной кампании объяснял жителям своего округа, потому что у нас иногда путают функции депутата Народного собрания, функции советников и примара, да. Потому что, я людей понимаю, знаете, что так получилось, что до этого депутаты, которые избирались, они вечно объясняли, что мы придем, мы сделаем дороги, мы сделаем воду, хотя прекрасно понимали, что это не входит в их полномочия. Сегодня депутат Народного собрания не может делать ни дороги, ни водоснабжения. Однако на основе этих обещаний предвыборных он может явиться на заседание Совета муниципального и как депутат от определенного округа внести предложение в будущий бюджет, обозначить проблему и внести предложение в будущий бюджет для того, чтобы решить эти проблемы на своем округе. Потому что сегодня депутаты Народного собрания, каждый из депутатов имеет капитальные инвестиции, народ должен понимать, что они делятся на местного значения и регионального. Регионального сегодня распределяет Башкан Гагаузии вместе с исполнительным комитетом, а местные капитальные инвестиции сегодня поступают в наши примарии, примарии, и советники дальше решают, куда перераспределять эти денежные средства. В этом году мы внесли изменения в распределении капитальных инвестиций. Одним из новшеств стало, что слово депутата Народного собрания является решающим в распределении этих денежных средств. И это стало неким механизмом для того, чтобы депутат Народного собрания мог решать как раз вот такие вопросы, что касается дорог немного. Знаете, не каждый депутат сегодня дружит со своим примаром населенного пункта и может с ним поговорить, договориться для того, чтобы в каких-то моментах решить вопросы. И это было сделано для того, чтобы депутаты могли вносить свои предложения и распределять денежные средства. Но я скажу, что сегодня в городе Камрад у примара с депутатами нет проблем. Сергей Ильич попросил нас, всех 4 депутатов, направить деньги на
для того, чтобы сделать коллектор в нашем городе, подключить, чтобы избавить нас от этого запаха. Естественно, все депутаты были едины в своем мнении, и Сергей Ильич имеет сегодня поддержку, поэтому мы без проблем перечислили эти все денежные средства, то есть на то, что он попросил. И то есть это яркий пример. Резервный фонд депутатов от Камрата пошел? Это не резервный фонд, чтобы вы не путали. Это капитальные инвестиции местного значения. Мы перенаправили их на коллектор. А скажите, как часто вы посещаете заседания совета в городе? С начала депутатства я, наверное, на одних-двух заседаниях был, потом не был. Ну, здесь, знаете, опять же, зависит немножко и от местных советов. Они хотя бы должны предупреждать, в каких диапазонах они проводят заседания местных советов, потому что иногда бывают очередные, неочередные. Но, естественно, каждый депутат по возможности должен присутствовать на всех заседаниях местных советов для того, чтобы понимать, что происходит в его населенном пункте. Ваш коллега Александр Григорьевич Тарнавский, мы с ним говорили о комплексной работе депутатов НСГ, представляющих город Камрат, столицу гагаузской автономии. И да, работа слажена, и это здорово, что вы приняли такое единое решение относительно переправления средств на приобретение коллектора. А в целом, как вы считаете, вот насколько вы, депутаты НСГ от Камрата, можете улучшить инфраструктуру городскую, можете улучшить условия жизни горожан? Ну, мы были свидетелями прошлого утверждения бюджета, когда группа Константинова не хотела выделять денежные средства на Камратский стадион. Вы видели бурное обсуждение, и мы, как депутаты от города Камрат, мы были все едины в этом вопросе, в этом мнении. Мы отстаивали стадион. Естественно, стадион нам подарили, мы его должны содержать, мы его должны держать в надлежащем состоянии. Мы вообще не понимали действия Константинова и его депутатов, почему город не должен получить финансирование на этот стадион. Но, слава богу, благодаря слаженной работе депутатов городских, то есть нам удалось отстоять эти денежные средства. Я говорю, что касается вопросов города, у нас вообще никаких разногласий между депутатами нет. Во многих вещах мы едины во мнении. Вы это видите все прекрасно на экране, что я говорю, даже депутаты от города Камрат отстаивали тогдашний очень спорный отпролин, хотя он касался города Чедурлунги, но депутаты также городские. Но мы понимаем, что сегодня нужно поддерживать те строительства, которые ведутся на территории автономии. Мы сегодня должны пытаться сохранить то, что уже сделано. Что касается конифермы от Пролин. Каждый город должен обладать своей изюминкой. Кто-то обладает стадионом, кто-то обладает конифермой, кто-то обладает еще с чем-то. Но бюджет на будущий год еще не принят. Он был лишь в первом чтении утвержден. Да. Еще 2 или 3 чтения предполагается? Нет, я думаю, что второе чтение будет следующее, последнее, где будут основные изменения предложены рядом. Ну, каждый из депутатов имеет право предложить изменения в бюджет. А ваша точка зрения относительно бюджета общественной компании ГРТ? Уж простите, не могу не спросить вас. Ну, мы не раз высказывали, что директор телерадиокомпании приходил, Вадим Анастасов, не раз на заседание Народного собрания, обозначал важность развития сегодня телерадиокомпании, ее приоритеты, на что будут распределены денежные средства. И депутаты, я думаю, что не против были бы поддержать все эти инициативы. Главное, я говорю, главное отстаивать свои инициативы до последнего. Я не раз говорил об этом. Если есть определенные цели, нужно приходить, их отстаивать, переубеждать депутатов Народного собрания, как не раз мы делали на заседании Народного собрания, в том числе с Вулканическим стадионом, когда, опять же, группа Константинов, у них, наверное, на нас аллергия, опять же, не хотела выделять денежные средства. У вас взаимная аллергия. Да, 100%. Когда они не хотели выделять денежные средства на Вулканический стадион, но методом переубеждения наших коллег мы смогли, выступая на Народном собрании, переубедить для того, чтобы выделить эти денежные средства. Поэтому нужно, конечно, стремиться и стараться. Иван, еще один вопрос к нам поступил по телефону, но я его задам уже так, потому как времени нет. Жительница Камрата про деньги школьникам. Когда же их будут давать? Я, насколько знаю, что денежные средства сейчас поступают на счета школ. Они уже на счетах школ. Да, они уже на счетах школ. И для того, чтобы не раздавать наличные средства, было принято решение, чтобы открывать 7 банковские карты родителям. Предлагает предоставить копию
бюллетени сегодня для того, чтобы открыть карточки и туда перечислить денежные средства. Но они до конца года абсолютно будут закрыты. Ну, затянулся этот процесс, согласитесь. Мы прекрасно понимаем, что затянулось. Мы, как одни из инициаторов этого закона, просим, конечно, прощения перед жителями нашей автономии, что действительно затянулись эти выплаты. Но я опять же говорил, что ту инициативу, которую предлагали мы в начальном виде, она бы сегодня нас не заставила бы войти в такую... подобные вопросы, наверное, Нет, не то, что... Не поставила бы нас сегодня в такую ситуацию, что вот затянулись эти выплаты. Ну, к сожалению, коллеги, я понимаю, что они тоже хотели внести свою лепту в этот законопроект, но это нужно было все-таки делать по-другому, для того, чтобы люди не попали сейчас в эту ситуацию. Мы еще раз просим прощения. И ваш прогноз относительно предстоящих выборов в Башкорной-Гагаузии сложили уже? Мы видим, как, в принципе, и видеть-то нечего, пока не определились неофициально, ни один из кандидатов пока не выступает, не обозначает. В кулуарах все прекрасно знают ряд кандидатов, которые собираются пойти, ряд кандидатов, которые уже ходят, формируют команды. Естественно, у партии социалистов и коммунистов тоже будет свой кандидат. Мы, как депутаты Народного собрания от блока партии социалистов и коммунистов, уже ряд моих коллег, в том числе и я на телевидении высказывался, что у нас есть кандидат. Мы видим, одним из кандидатов это Григорий Вовзуна, жителя Вулканевского района, который был депутатом Народного собрания, который был депутатом парламента, молодой, энергичный кандидат со свежими идеями, со свежими предложениями, также немаловажно, что с молодой и опытной командой идет туда. Поэтому я думаю, что сегодня я много раз призываю о том, чтобы жители автономии все-таки уже давали приоритет более молодым перспективным ребятам, более молодым перспективным политикам, потому что мы видим на примере этого Народного собрания, как депутаты многих созывов уже абсолютно себя изжили и не имеют никаких ни инициатив, ни предложений, потому что время идет, и это мы с этим ничего не можем поделать. Прогресс движется. Сегодня, как бы мы ни упирались, молодые люди сегодня намного энергичнее, намного прогрессивнее, намного больше идей сегодня имеют, в том числе и на законодательном уровне, потому что мы не должны забывать, что закон, соответственно, меняется тоже со временем, и молодые специалисты, которые уже изучают все эти моменты, они уже смотрят на эти многие вещи другими взглядами. Поэтому я думаю, что наш народ автономии мудр, умеет выбирать и подойдет к этим башкирским выборам очень ответственно. Мы будем проводить огромное количество встреч, мы будем присутствовать во всех населенных пунктах. Скажите, а сам Григорий Узун уже выразил свое согласие? Если вы говорите об этом, если я об этом говорю, то мы с Григорием обсуждали эти моменты, и это не обсуждалось сугубо с депутатами Народного собрания, это обсуждалось в большинстве почти со всей командой, которая представляет сегодня партию социалистов на территории автономии, потому что это важный момент. На выборы невозможно сегодня пойти только желанием захотеть. Нужно, чтобы была команда. Мы сегодня себя чувствуем уверенно. У нас сегодня есть полноценная команда, с которой мы будем работать. Жители автономии знают прекрасно партию социалистов, знают ее деятельность. Поэтому мы будем ходить методом переубеждения, объяснять людям нашу программу, представлять. И я думаю, что люди сделают свой выбор. Иван, спасибо, что приняли наше приглашение, и большая благодарность нашим зрителям и слушателям за вашу активность, за вашу точку зрения, за вашу позицию. Сегодня у нас в гостях был Иван Димитрогла, депутат Народного собрания Гагаузии от избирательного округа номер 4 Камрад. Спасибо всем, будьте здоровы, берегите себя.